В этом выпуске Тугры речь пойдет о хане, которого историки назовут номинальным, однако и он внес лепту в историю рода Гераев. На Махсуда Герая, сына хана Селямета Герая II, возлагались большие надежды. Это был умный, принципиальный человек, увлекался точными науками. Он финансово поддерживал высшие учебные заведения Крымского ханства. Однако, несмотря на то, что он был хорошо образован, прекрасно разбирался в политике и военном деле, на практике его способности военачальника оказались недееспособными. Иногда Месуда Герая называют номинальным ханом, несмотря на то, что в целом он управлял государством крымских татар около 2 лет. С большим уважением отзывался француз и о самом крымском хане. Максуд Герай показался мне несколько скрытным, недоверчивым, вспыльчивым. Хотя эта вспыльчивость быстро проходила. Хан был довольно образован, любил литературу и охотно толковал о ней. Месуд Герай при дворе вел обычай. Несколько раз в неделю он устраивал музыкальные вечера с изысканными угощениями. На один из таких вечеров был приглашен французский дипломат. Примечательно, что на подобные мероприятия допускались лишь ближайшие родственники хана и его доверенные беи. Вот как писал о ханских вечерах сам де Тот. Этикет этого двора позволял очень немногим лицам сидеть в присутствии хана. Право это давалось министрам, членам дивана и иностранным посланникам. Ужин был сервирован на 2 круглых столиках. За одним ужинало Ее Величество, супруга хана, и никто другой, за исключением самого хана, не имел права сесть за этот стол. За другим ужинали все приглашенные. Именно при Месуде Герае русские спровоцировали и без того назревавшую войну в 1768 году военным вторжением в города Балта и Дубасары. Известно, что Месуд Герай распорядился выплатить из ханской казны необходимые средства на восстановление города. И только после передал бразды правления своему преемнику Крым-Герай-хану. Второе правление Месуда Герая началось в конце 1771 года и продлилось не более 7 месяцев. Оно не было отмечено военными победами или неудачами, хан просто не успел проявить себя на поле боя, так как формально было объявлено перемирие. У Месуда Герая возник конфликт с его родственником Девлетом Гераем, из-за которого он оставляет трон и удаляется в Янболу, в родовые владения Фундуклу. Здесь он прожил 10 лет. В 1781 году Месуд Герай умер. Его похоронили рядом с могилой отца Селямета Герая II хана.